Что делать при пожаре? В республике идут проверки систем пожарной безопасности. Найти самых умных. В Назране стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады. В хоккей играют настоящие мужчины. Сергей Витман провел мастер-класс для тренеров хоккейной академии имени Фетисова. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Безопасность важнее всего. В республике продолжаются проверки объектов на предмет пожарной безопасности. Очередь дошла до физкультурно-оздоровительного комплекса села Верхние Очелуки. Подробнее с места учений наш корреспондент. В физкультурно-оздоровительном комплексе Верхние Очелуки произошло возгорание на втором этаже. Сегодня воспитанники ФОКа отрабатывают не только приемы рукопашного боя, но и технику эвакуации во время пожарной тревоги. Естественно, для пущей правдоподобности никто никого заранее о предстоящем мероприятии не предупреждал. В прошлом году у нас было тоже обучение, когда сигнализация будет сразу выходить. На данный момент на территории города Малгобек проведено 7 пожарно-тактических учений. Еще 4 профилактических мероприятий провели на территории Малгобекского района. До 30 апреля планируются проверки и отработка пожарной эвакуации в местах массового пребывания людей, торговые центры, школы и спортивные объекты. В ходе данных мероприятий оценивается действие рабочего персонала, исправность водоисточника и срабатывание пожарной сигнализации. Действие оценивается на оценку «хорошо». Также для персонала всех республиканских социально значимых объектов проводятся инструктажи, где подробно рассказывают и детально показывают, как нужно действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации на рабочем месте. Подобные учения не в новинку и для директора ФОКа. Мы проводили учения по пожарной безопасности. В прошлом году мы тоже также проводили 2 раза, но сегодня мы заранее запланировали, что будем проводить масштабное учение. Опыт Кемерово нам показал, что мы должны быть готовы к всему. Наш персонал до этого нашему персоналу до этого проводили занятия, приезжали с МЧС, как вести себя при подобном случае. Напомним, что по поручению главы Ингушетии Юнусбека Евкурова по всей республике назначены проверки и профилактические мероприятия во всех торгово-развлекательных центрах и социально значимых объектах на предмет соблюдения техники пожарной безопасности. Рашид Хамхоев, Адам Далаков, Новости 24. А 2 апреля 60 специалистов узкого профиля ведущего медико-биологического агентства России начнут прием первых ингушских пациентов для диспансеризации населения. Приезд врачей стал возможным благодаря договоренности, достигнутой между главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым и руководителем медико-биологического агентства России Владимиром Уйбой. В первую очередь усилия выездной бригады будут направлены на выявление заболеваний на ранней стадии, в том числе и онкологии. Также врачи проведут и консультации для всех желающих. Масштабная кампания по диспансеризации и консультированию населения региона начнется 2 и завершится 23 апреля. За это время столичные специалисты планируют посетить все населенные пункты Ингушетии. Первым пунктом станет Малгобекский район. Следом за ним диспансеризацию проведут во всех районах республики. Конечным пунктом приема станет Джайрах. Работать врачи будут с 9 утра и до 6 вечера. Итоги проделанной работы за 2017 и планы на предстоящий год обсудили на итоговой коллегии регионального Минсельхоза. Несмотря на сюрпризы погоды, аграрии в прошлом году выполнили 90% запланированной работы и сейчас активно ведут посевную кампанию. Репортаж Хади Бекбузаровой. За прошедший год Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии проделало большую работу. Так, например, на протяжении 2017 года Минсельхоз совместно с муниципальными образованиями организовывали ярмарки, благодаря которым жители республики смогли приобрести продукцию по ценам ниже рыночных. По словам заместителя министра сельского хозяйства Ингушетии, в текущем году они будут проводиться в том же режиме. Жители нашей республики приходят на эти ярмарки с удовольствием, закупаются, отовариваются на этих ярмарках. Мы обычно традиционно на этих ярмарках занижаем цены относительно рыночных цен от 10 до 30%. Поэтому
Ну и, конечно, там проводятся конкурсы, концертные программы, культурные программы. Поэтому это для нас, я считаю, что для жителей нашей республики это очень важные мероприятия, то, что мы проводим. Аграрии республики отмечают, что год был тяжелым из-за засухи, градобития и проливных дождей. Но, несмотря на это, сельхозпроизводители сумели без потерь собрать сохранившийся урожай и заготовить корма для животноводства. За отчетный период наблюдается увеличение поголовья скота во всех категориях хозяйств по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Вы видите это на диаграмме. Численность крупного рогатого скота составила 56 976 голов, что выше 2016 года на 3%. Учитывая неблагоприятные погодные условия для урожая в 2017 году, собравшиеся считают, что аграрии выполнили 90% запланированной работы. В этом году землевладельцы также настроены на хорошие результаты и давно начали посевную кампанию. Уже закончили сев овса, а еще в этом году в Ингушетии ввели в севооборот горох и горчицу. Если позволит погода, то в Минсельхозе планируют увеличить урожай в разы. Для этого есть условия, есть и специалисты, есть и возможности для этого. Несомненно, что уверен, что 2018 год будет более благоприятным, в смысле климатических нельзя сказать, а в смысле того, что работа будет построена по-другому, более по-научному, это безусловно, это будет. За последние 5 лет Министерством сельского хозяйства сделано немало работы. Если раньше обширные территории стояли заросшие сорняками, то сейчас в республике практически невозможно найти даже клочок такой земли. Хайди Бекбузарова, Рахман Цуров, Новости 24. В армию призовут тех, кто не сумел пройти срочную военную службу по состоянию здоровья. В конце прошлого года президент России подписал закон, по которому эти люди могут быть призваны в армию по достижении 27 лет и после медицинского освидетельствования. Прогнозируется, что около 3000 таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг. Всего в этом году призыву подлежат 128 тысяч человек, на 10% меньше, чем в прошлом. Такое снижение числа призывников связано с увеличением количества военнослужащих по контракту. Напомню, весенний призыв стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Выявление самых умных – такова цель регионального этапа Всероссийской олимпиады на знание точных наук. Более 100 школьников из различных районов республики приняли участие в интеллектуальной битве, которая проходит в 2 потока раздельно для учащихся 9-10 классов в школе номер 1 города Назрань. Подробности в следующем материале. Показываем свои максимальные результаты, на все, что мы способны. Мы верим в каждого из вас. Так что давай кто баху. Организаторы Всероссийской олимпиады школьников дают старт отборочному этапу. Свой пилотный проект Россети запустил и в Ингушетии. Математика, физика и информатика, знание точных наук для участников состязания обязательно. Ведь именно эти предметы важны для тех, кто желает освоить электроэнергетическую профессию. Шансом получить большой практический опыт решила воспользоваться и Амина Гадаборшева. Мне кажется, я со всеми заданиями справлюсь. Я вот посмотрела задания, буду работать. Бывали призовые места. Вот я была на олимпиадах, там и первые места, и вторые, и третьи. И я тоже на эту олимпиаду рассчитываю. В олимпиаде принимают участие лучшие из лучших, поэтому участники этого интеллектуального состязания могут похвастаться хорошей конкуренцией. Если одни не тратят время на излишние переживания, то другие, напротив, борются с волнением. Анзор Мартазанов признается, легкий мандраж есть, но сдаваться и тем более уступать кому-то в битве умов не намерен. Это совершенно другой уровень. Это не уровень средней школы, конечно. И чтобы достичь таких знаний, нужно посещать дополнительные занятия и так далее. Но если чуть-чуть поразмыслить, то можно добиться всего. Желающих проверить знания оказалось больше, чем предполагалось. Почти 100 учащихся из различных районов республики. В рейтинге самых активных лидируют сунжинские школьники. Приятно удивило организаторов и женская половина участников. Специальность сама по себе мужская такая, да, электромонтер, электромеханик, там, электрослесарь. Но в большинстве своем заявки на участие в олимпиаде мы получили от
девушек. Это где-то 62 девчонки подали заявки на участие в этой Олимпиаде. Олимпиада проводится в 2 этапа. Отборочно позволит оценить уровень подготовки участников по 3 предметам. А во время заключительного они попробуют применить имеющиеся знания в решении прикладных задач в области электроэнергетики. При условии, что количество полученных баллов по каждому предмету у участника не менее 40, победитель первого этапа награждается дипломом первой степени, отборочного этапа призеры дипломами второй и третьей степени. Победители, призеры второго этапа Олимпиады получат право участвовать в энергетической проектной смене в одном из престижных образовательных центров на морском побережье. Выявить одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению учащихся – вот главной цели организаторов Олимпиады. Инициативу энергетиков поддержали и в региональном Минобре. Ребята смогут не только выбрать востребованную и интересную профессию в области электроэнергетики, но и заранее начать готовиться к поступлению в вуз. Так называемая «Светлая Олимпиада» станет для них возможностью реализовать свои идеи и планы. Мадина Пугоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Жителям села Башсуки временно придется обойтись без воды. Виной тому лопнувшая труба. Вода вытекла из-под люка на проезжую часть на улице Идриса Зязикова. На месте работает аварийная бригада, воду уже откачали. Дальше специалистам предстоит кропотливая работа. По словам представителей администрации, такие инциденты в сельском поселении случаются часто. Причина тому – старые ветхие трубы, которые необходимо заменить. Еще несколько годов тому назад проложенный водопровод. И поэтому сейчас уже они гниют и приходится нам ремонтировать. В этом нам водоканал помогает. Бывает, вот сегодня тоже они бригаду прислали. Сегодняшние поры очень, не такой крупный порыв сегодня. Мы воду отключили на сегодняшний день, на данный момент. К вечеру воду дадим населению. В России запущен онлайн-проект «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог». Проект направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах страны и улучшение качества дорог. Главная задача – ремонт дорог с учетом мнения жителей и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Актуальность проекта обусловлена недовольством граждан состоянием дорог, а также невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о дефектах и необходимости их устранения. По учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов будут сформированы рейтинги субъектов России. Национальные танцы, песни, сценические представления и выставку своих работ публике представили воспитанники Дома культуры города Сунжа. В ДК прошел отчетный концерт творческих коллективов. Организаторы мероприятия и его участники приложили немало усилий для подготовки праздника. Ната Евлоева расскажет. После долгих и усердных репетиций Мансур Медов впервые выступает на большой сцене. Он исполняет танец горца. Волнение, конечно, есть, но в зале присутствует вся семья, которая его поддерживает. Это приятно, когда за тебя гордятся. В программе отчетного концерта еще один национальный танец под названием «Грация горянки» в исполнении Миланы Дорчиевой. Вот уже 4-й год девочка занимается хореографией в ДК города Сунжа. Она приезжает из Чеченской республики. Даже такое расстояние ей не помеха, когда речь идет о любимом занятии. Милана признается, любовь к танцам ей привили родители. В зале за нее держит кулаки мама. Малика рассказывает, что очень гордится дочерью. Она была способна, я увидела, что у нее такие способности есть. Есть пластика, есть грация. Я решила развивать ее в этом направлении и отправила в этот Дом культуры. Ну и плоды сегодня я видела. Это хорошо, что есть такая организация, есть эти люди, которые занимаются этим ремеслом, развивают культуру, духовно-нравственное воспитание, обогащают этих детей, учат их. Во-первых, это развитие осанки, грации. Неподалеку от зала торжеств расположилась выставка детского творчества. Юные мастера представили свои авторские работы. Это статуэтки из глины, оригами и различные вязаные изделия.
Несмотря на то, что в основном в концерте принимали участие школьники, репетиция никак не помешала их учебному процессу. На этот раз организаторы подготовили совершенно новые представления, некоторые номера – идеи самих ребят. Дети с большим удовольствием бегут сюда и выступают, и родители ведут, и ведут. Сегодня, если нет наших танцев, нету наших песен, нашей нету культуры, нет и нации, я так считаю. Юные таланты собираются давать больше концертных программ, ставить новые постановочные номера и радовать зрителей, ведь это способствует нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения и возрождению лучших национальных традиций. Ната Евлоева, Адам Далаков, Новости 24. В хоккейной академии имени Вячеслава Фетисова сегодня прошел мастер-класс для тренеров по хоккею. Проводил его заслуженный тренер России по хоккею Сергей Петрович Витман. Что такое хоккей и как его правильно преподавать? На эти и другие актуальные вопросы в ходе семинара отвечал гость. Мы сейчас по Южному федеральному округу ездим с обучением тренеров, понимание, что такое программа школы, что такое устав школы, вот, для чего эта организация существует, что такое, значит, дети, что такое спортсмены, вот, что такое показатели и как работать. У нас одно занятие запланировано, значит, на техническую подготовку юного хоккеиста, то есть это катание, это прием, передача, бросок. У Ингушетии в хоккее большое будущее. Желание есть, данные тоже. Остается только усердно работать на тренировках, отметили гости. А для того, чтобы процесс тренировок был максимально продуктивным, важно проверять квалификацию тренерского штаба. Ну а после завершения теоретической части были проверены тренерские навыки на практике, непосредственно на льду. Сейчас пытаемся выстроить систему, в принципе, работы вообще тренерского состава, потому что проблема, конечно, заключается в том, что специалистов, как правило, квалифицированных сюда привлечь сложно, да, кто успешно трудится в этом виде спорта, они, как правило, находятся на своих местах. Поэтому, чего скрывать, то есть у нас либо это молодые специалисты, которые там, может быть, кто-то амбициозный, кто-то в силу каких-то других причин там оказался, закончили играть в хоккей, нашли себя, пытаются реализовать в этой нашей среде, да. И наша задача сейчас организовать правильную работу тренеров. Сегодня мы очень рады, что такой специалист приехал к нам, он проводит такой семинар. Мы сейчас чисто теоретически проводим семинар и слушаем его лекцию, и многие вопросы обсуждаем. В регионе все большую популярность набирает и теннис. Детский турнир по этому виду спорта состоялся во Дворце спорта «Магаз». Несмотря на то, что участники соревнования не имели богатого опыта, они все же показали зрителям красивую игру. Секцию тенниса открыли в комплексе совсем недавно, но тренеры уже намерены воспитать будущих чемпионов. Зелимхан Калоев расскажет. Раяна Батырова и Хава Хашиева открывают детский чемпионат. Соперница Батыровой довольно опытная спортсменка, но сегодня удача на другой стороне. И своим коронным ударом юная теннисистка выходит во второй тур. Игра была нелегкая, она всегда сильно кидает, а мне в аут летит всегда мяч. Хава самый сильный соперник, и мне просто повезло, наверное. А тем временем Мухаммад Хашиев усердно готовится к выходу на корт. На предыдущих турнирах он уже занимал призовые места. Сейчас же Мухаммад согласен только на первое. А о любви к теннису рассказывает словно заученный монолог. Я выбрал теннис, потому что это самый лучший вид спорта. Я очень люблю теннис. Мне сначала было очень тяжело, потом я понял, что это самый простой вид спорта. Я хочу получить первое место. Поехать до олимпийских соревнований. Ну а на скамье болельщиков за своих чад кулачки держат мамы. Айшат Дударова тоже из их числа. У нее сегодня право сильнейшего оспаривают две дочки. А третьей уже не терпится попасть в сборную. По мнению Айшат, теннис идеально подходит для ее девочек. Мы пришли сегодня поболеть, поддержать своих девочек, сыночка. Подрастающее поколение тоже привели, чтобы научилась. Хотим тоже ее отдать, ей тоже интересно.
играть в теннис, наблюдать за ними, уже хочет догонять их. Я надеюсь, сегодня девочки мои победят. Они очень волновались перед выходом, а я их успокаивала как могла. Ну, надеемся на то, что не расстроятся, если проиграют. А тем временем атмосфера на корте накаляется. Играть вышла следующая пара игроков. Уже несколько минут без перерыва теннисный мяч летает из одной стороны корта в другую. Но один все же начинает уступать и пропускать мячи. А за всем происходящим следит судья. Он практически ровесник всех этих спортсменов. На этом турнире судьи меняются после каждого периода. Контролирую весь процесс игры. А при выигрыше очка я поднимаю табличку. Тут и слезы после проигрыша, и радость после победы. Детским эмоциям нет предела. А тренер Рашид Мальсагов лучше любого психолога поддерживает ребят. Этот турнир своеобразный экзамен для участников, говорит Рашид. Сам в теннисе более 30 лет и за это время успел вырастить не одно поколение спортсменов. Как и любой тренер, лелеет мечту воспитать олимпийского чемпиона. Возрастные категории такие у нас есть. 7-8 лет дети. Мальчики, девочки от 10 до 12 лет и ребята тоже до 12 лет. Все почти одного возраста. Ну, вот такие вот у нас мероприятия проходят. Ребят больше. Ребят 8 человек. Вот они тоже сыграют потом по одному тайбреку. В финале 2 тайбрека из 3 тайбреков. А девочки будут играть только финал из 3 тайбреков. То есть укороченные геймы до 7. В таком плане. Секцию тенниса во Дворце спорта открыли еще в сентябре, и пока усиленно занимаются здесь более 20 спортсменов. Подобные турниры проводились и раньше. Это уже 3-й по счету, организатором которого выступила дирекция комплекса. Для многих ребят этот турнир – первое серьезное соревнование, но совсем скоро отличившиеся спортсмены получат путевку на участие в турнире СКФО по теннису, который будет проходить 23 апреля в Владикавказе. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. Приходят в зал, чтобы выложиться на все 100. Спортсмены клуба «Кушт» каждый день посвящают усердным тренировкам. Для них это не просто подготовка к поединкам, а неимоверная самоотдача и готовность поставить на кон все, чтобы добиться победы. И именно из этого спортклуба вышли самые известные ингушские файтеры. За тренировочным процессом бойцов наблюдал Тамерлан Хамхоев. Если для многих суббота – это выходной, то для борцов клуба «Кушт» – это кроссовый день. На городском стадионе Малгобека спортсмены под пристальным наблюдением тренерского штаба будут совершать пробежку. Старт дан и тренировка начинается. Через каждые несколько кругов небольшой рывок. Это делается для улучшения выносливости и работоспособности организма. Несмотря на достаточно прохладную погоду, проводить начальную стадию тренировки борцы предпочитают на свежем воздухе. За успехами ребят и общим ходом тренировки следит старший тренер Республики Ингушетия по вольной борьбе Султан Батыров. Сама система подготовки базировалась в субботу, в среду кроссы, на выносливость. Сегодня тренера, которые приехали из-за границы, дзюдо вроде отменили, кроссы отменили. То же самое делают и вольники сегодня. Многие тренера считают, что это правильно. Но все находится в процессе эксперимента. В числе спортсменов, что проходят тренировку, и Мурад Евлоев. Парень готовится к ответственным соревнованиям. И сегодня самая главная его задача – подойти к их старту во всеоружии. Ходит круг в стадионе, и каждый круг 400 метров вокиш, выносилось из Дутанцу. Я так квир. Зале качкиох. СКФО доходит отбор на Россию. Третьим путевки и Смоленске Россия готовится юса. А тем временем пробежка завершается, и спортсмены перемещаются уже в зал ФОК города Малгобек. Здесь уже базовые упражнения, давно доведенные до автоматизма, и все же проходящие под пристальным взором тренеров. Это только один день из насыщенного графика борцов Малгобекского клуба. Чем усерднее будут тренировки, тем выше будет ступень пьедестала почета, которую, несомненно, ингушские спортсмены займут в ближайшее время. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.